Өемдә, урамда, мин татарча сөйләшәм. Шәһәрдә, авылымда, мин татарча сөйләшәм. Кайда гына булмасам да, мин татарча сөйләшәм. Хәтта йоклаганда да, мин татарча сөйләшәм. Всем привет, с вами снова я, Ильсур. И если вы не знаете татарский, в ближайшие 2 минуты вы сможете выучить несколько новых слов. Тема сегодняшнего урока – животные. Ну что ж, начнем. Итак, к ним относятся и как экзотические, такие как муравьед или утконос, так и знакомые нам по каникулам в деревне. И все это вместе – животные. Или, как говорят татары, хайваннар. Хайваннар – animals – животные. Хайваннар – animals – животные. Как ее только не называют, каких имен ей только не дают. Чаще всего ее зовут буренка или милка, как шоколад. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. А дает его корова. Сыр, экау, корова. Сыр, экау, корова. Священный для мусульман праздник Курбан-Байрам, именно их по преданию приносят в жертву. И это баран. 40 sheep, баран. 40 sheep, баран. Героиня сказки про то, как волк обманул и съел 6, и лишь младший остался в живых. Помните эту сказку? Кто же? Верно, коза. Из сказки «Волк и 7 козлят». Кяже, goat, коза. Кяже, goat, коза. Ну а следующий представитель животного мира особенно важен для нас, татар. Ведь мы, татары, кочевники, и всегда старались передвигаться верхом. И главным другом тюркского воина всегда оставался конь. От, horse, конь. От, horse, конь. А теперь повторим пройденный сегодня материал. Хайваннар, animals, животные. Хайваннар, animals, животные. От, horse, конь. От, horse, конь. Кяже, goat, коза. Кяже, goat, коза. 40 sheep, баран. 40 sheep, баран. Сыр, cow, корова. Сыр, cow, корова. На сегодня все. Учите татарский, полезный и красивый язык. Увидимся завтра обязательно. Пока-пока. Өемдә, урамда, мин татарча сөйләшәм. Шәһәрдә, авылымда, мин татарча сөйләшәм. Кайда гына булмасам да, мин татарча сөйләшәм. Хәтта йоклаганда да, мин татарча сөйләшәм.